В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Ремонт и строительство энергоблоков проведут на ГРЭС в Нерюнгринском районе. Реконструкция проспекта Ленина, вывоз снега и развитие общественных пространств. Исполняющий обязанности мэра Якутска совершил традиционный объезд города. В День родного языка и письменности жители республики написали диктант на якутском языке. Капитальный ремонт проведут на ГРЭС в Нерюнгринском районе республики в этом году. Уже в марте начнется ремонт первого энергоблока, затем второго и третьего. В перспективе планируется строительство четвертого и пятого энергоблоков. Отмечается, что на эти цели будет направлено более 1 миллиарда рублей. Сегодня глава республики Айсен Николаев посетил Нерюнгринский район. Так были проведены ряд встреч с представителями угледобывающих предприятий. Рассмотрены предварительные итоги финансово-хозяйственной деятельности за прошлый год и планы на 2021 год компаний «Якутуголь» и «Эльга-Уголь». Предприятиям удалось преодолеть сложный период прошлого года, сопровождающийся падением цен на мировом рынке. Кроме того, в компании «Якутуголь» была проведена реконструкция обогатительной фабрики, что позволит нарастить объемы добычи и переработки. А задача предприятия «Эльга-Уголь» на этот год добыть порядка 20 миллионов тонн угля. Такое развитие влечет за собой массу возможностей для предприятий Якутии, и об этом мы сегодня как раз говорили, чтобы и трудовые ресурсы непосредственно на самом месторождении, и ресурсы, которые будут обслуживать трудовые, тот же жилой поселок, который там будет создаваться, будет строиться новый аэропорт, который будет отвечать всем современным международным требованиям. Резко увеличивается возможность для наших транспортных компаний. Вот эти все возможности должны быть максимально использованы в пользу экономики республики, в пользу как раз того, чтобы местные трудовые ресурсы вот эти все ниши как раз и занимали. Строительство и ремонт более 400 объектов планируется до конца 2024 года в Якутии. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства республики Кирилл Бычков на ежегодном отчете исполнительных органов государственной власти. Также во время эфира было сказано, что в прошлом году Якутия достигла практически всех показателей 48 федеральных проектов в рамках нацпроектов. На телефон горячей линии во время прямого эфира поступили десятки звонков от жителей со всех уголков республики. Особенно много их было по вопросам переселения из аварийного жилья. Оказалось, очень многие якутяне не смогли попасть в программу из-за мелких юридических нюансов. На самом деле понятно, почему такие поправки были внесены, чтобы избежать различных злоупотреблений, связанных с реализацией программы переселения. Но, конечно, как и при любых оградительных таких вот юридических мерах, пострадали люди. К сожалению, таких случаев у нас в республике достаточно много. В прошлом году, опять же, главой республики Айсеном Сергеевичем Николаевым были направлены ряд инициатив для того, чтобы внести соответствующие поправки в жилищный кодекс. Мы рассчитываем, что также эта инициатива будет в этом году реализована. Мы на это делаем очень большой упор. И пока она не будет введена в действие, мы будем продолжать на эту тему на всех площадках выступать. Но я думаю, что в конечном итоге за этот год удастся решить эту проблему. И те жители, которые попали в такую ситуацию, они также получат все преимущества и равные права с теми гражданами, которые участвуют у нас в программе переселения. А уже завтра с ежегодным отчетом выступит заместитель председателя правительства республики Сергей Местников. Вице-премьер с участием представителей министерств и ведомств подведет итоги прошлого года по своему курируемому блоку развития человеческого капитала. Это вопросы по сфере образования, науки, культуры и духовного развития, инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий, физической культуры и спорта, внешних связей и национальной политики. Напоминаю, прямой эфир будет транслироваться на телеканалах НВК Саха, Якутия-24 и радио Т-Тим с 11 до 12:30 часов по якутскому времени. Свои вопросы вы можете задать во время прямого эфира по телефону 8 411 2 32 01 11 или отправить их на портал Якутия Клик.
Около 20 миллиардов рублей направит правительство России на развитие сельских территорий. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин накануне. Он отметил, что власти продолжат создавать инфраструктуру на селе, а также строить там же жилье на условиях льготной ипотеки до 3% годовых. На реализацию всех задач на этот год предусмотрено около 16,5 миллиардов рублей. Но с учетом запросов регионов правительства дополнительно направит еще более 3,5 миллиардов рублей. Это улучшит жилищные условия почти 12 тысяч семей. Также в 22 регионах завершат более 30 проектов по повышению качества жизни на селе. В рамках благоустройства столицы сегодня исполняющий обязанности мэра Якутска Евгений Григорьев совершил объезд по нескольким участкам города. Подробности в сюжете Елизаветы Васильевой. Первая точка маршрута – снежный полигон. Сюда свозят снег со всего города, начиная от Табаги до села Кангаласы. По границам полигона установлена санитарно-защитная зона для того, чтобы после таяния снега здесь не образовались болота. У нас заканчивается первая неделя трехмесячника благоустройства в городе Якутске, санитарной очистки. И частники, по идее, все должны привозить свой снег сюда. Мы принимаем бесплатно этот снег. Гранитные плитки и бордюры, небо без нависших проводов, теплые остановки, комфортные общественные пространства и художественно освещенные здания. Так будет выглядеть проспект Ленина после капитальной реконструкции. Уже завершается проектно-сметная документация. Далее, предварительно в апреле, ожидается положительный результат экспертизы. Будет проводиться работы и по реконструкции газовых сетей. Здесь почти на каждом перекрестке есть большая магистральная газовая труба. Их тоже будем всех менять. И в этом году мы начнем работу с инженерных сетей. То есть будем идти захватками. Начнем с улицы Кулаковского и пойдем до здания Лорпа. Это первый этап. В этом году начнем замену инженерных сетей, подготовку основания. Завезем часть материала, чтобы ударными темпами в 2022 году к столетию республики первый этап закончить. Следующий пункт – набережное озеро Сайсары. Здесь планируют создать современное пространство, выложенное тротуарной плиткой. Дополнением станут спортивная площадка и удобные скамейки. Полностью изменится и облик сквера Матери. Общая стоимость по проекту вышла 333 миллиона рублей. Безусловно, это очень большие деньги, которые сегодня невозможно изыскать в местном бюджете. Поэтому мы сейчас, как будет пройдена экспертиза, она сейчас проходится, да, как получим положительное заключение экспертизы, мы будем работать над тем, чтобы получить софинансирование для реализации этого проекта. В благоустройство Якутска вовлечены не только городская администрация, но и дизайнеры и архитекторы центра «Лето». Таким образом, совсем скоро столица на вечной мерзлоте станет еще привлекательнее для гостей со всего мира. Елизавета Васильева, Георгий Григорьев, Якутск. Диктант по якутскому языку написали жители столицы республики. Текст был взят из художественных произведений народных писателей Якутии. В Национальной библиотеке собралось ограниченное количество людей из-за пандемии. Если раньше приходило по несколько десятков человек, то в этом году в одном зале находилось по 5-6 человек. Чтобы не терять масштабность мероприятия, желающие присоединились к акции с помощью социальных сетей. Накануне буддисты всего мира отметили праздник Сагалган. По восточному календарю наступил год белой металлической коровы. Иванна Филиппова расскажет подробнее. Белый месяц, как по-бурятски, саг-алхалха, сагалхан называется. Это перешагнуть, год один перешагнуть. Каждый верующий шагает в Новый год, оставив неудачи в старом. Люди идут в храм, чтобы пройти духовное очищение, говорит лама. Этот год особенный для мирнинских буддистов. Заработал новый храм. Его строили в течение 3 лет. Землю выделила районная администрация, а вот возводили священное место всем миром. Члены бурятской общины собрали 3 миллиона рублей. Каждый внес свою лепту. Женщины приходили красить, мужчины приходили строить, сварщики, слесаря. Все люди помогали. С 11 февраля здесь начался молебен. Из-за пандемии пришлось ограничить количество прихожан. Под запретом и массовые гуляния. Обычно празднование Нового года не обходится без йохар. Это один из самых любимых и популярных танцев бурят.
Йохар объединяет и стар, и млад. Дружба, единство, любовь – все это в одном танце. Во время Йохара молодые знакомились, влюблялись, встречались, обменивались информацией. В семье Шутуковых подготовка к празднику началась за несколько недель. Закупили мясо, сладости, убрались дома. В канун праздника женщины готовят главное блюдо стола – бузы. У каждой хозяйки свой рецепт приготовления. Мастерство определяется по количеству защипов. Чем больше, тем лучше. В идеале 33. Столько было складок в одеянии тибетских лам. 33 защипа получается, конечно, не у всех хозяек, этому надо подучиться. У меня самое большее 28 получается. Приготовление еды не обходится без народной песни о маме, о любви к детям. Так бузы пропитываются материнской любовью, говорит Надежда Иванова. Пока готовится еда, бабушка Вера Сергеевна наряжает домочадцев. Национальная одежда у бурят красочная и яркая. Каждая деталь имеет свое значение. Форма – это наша юрта, наше жилище. И сверху у нас солнце светит, вот эти лучики, обозначение лучиков. Вот тут полоски обозначают нашу жизнь. И вот все готово к встрече гостей. По поверью, чем больше их, тем удачливее будет наступающий год. По традиции принято дарить недорогие подарки, полезные в быту. Платки, полотенца, чай. Праздник не обходится без подношений божествам. Долган, тарелку со сладостями, ставят на домашний алтарь. В каждом доме священное место стоит на самом видном месте. Гостей в первую очередь угощают чаем с молоком и белой пищей саламат. Это горячая закуска из муки и сметаны. На столе также должно быть много мяса, бараньи внутренности, кровяная колбаса и, конечно, бузы. Кстати, их нужно есть в горячем виде. Обязательно взять руками и, откусив, выпить бульон. Сагалган празднуется в течение целого месяца. И от того, как будет вести себя человек в это время, зависит его будущее. В этот период нельзя ссориться и нужно делать только добрые поступки. Иванна Филиппова, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край». Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Не переключайтесь, оставайтесь на нашем телеканале, берегите себя, носите маски, дезинфицируйте руки и соблюдайте социальную дистанцию.